Ну сыпет, ребята. Палатку просто стряхиваешь, засыпает. 2 раза крышу уже ломала. Хабы почему-то слабенькие здесь у меня. Крыша немножко вот. Что мне нравится вот именно, ну вот у меня палатки в основном зонтовидного типа, у меня одна такая вот, но она теплая, с полами, классно вот надолго выезжать с ней, комфортно. Ну на зонтике, ребят, снег скатывается, и бывало, когда вот мы как-то оставили пару палаток на неделю, хотели вернуться туда через 2 дня или 3 дня, а вернулись только через неделю. Вот. У меня берег стоял, не помню, какая палатка была, ну в общем куб тоже был, ее сложила, потому что, ну понятно, крыша, соответственно, здесь если оставляете, ребят, под хаб, вырубайте палку и подпирайте ее, потому что сложит, сломает, не дай бог. А на зонтике вот этого нету, скат идет. Так, ладно, погнали, почистим щуку. Андрюха пошел переставлять жерлицы. Красавчик, молодец, не ленится. Вот эти ближние. Я говорю, что пока буду заниматься, он, что делать? Я говорю, должи спать. Я говорит, пойду чуть позанимаюсь жерлицами. Я говорю, ну давай. А я пока как раз щучку почищу, да что, палатки приберусь немножко, маленько. Ну, отапливаемся уже дровами, уже запах даже прикольный, ребята. Вот брикетами топишься, блин, все равно запах вот это, знаете, химия вот это, когда на шайку даешь, все равно запах такой вот этот, от него аж башка болит, а здесь с малячком пахнет, уже тема другая. Ладно, погнали, базарить можно долго, работать, поехали. Опа. Ну, пока не замерзла, ребятки, сейчас ее быстренько обработаю. Хотелось показать новый нож. Ну, новый нож, ребят, но это уже что-то свое, так скажем. Дам небольшую информацию по ножу. Ну, в палатке, в общем. Пока попробуем поработать им. Так. Щучка. Вот тут возле луночки встал. Нам на жарежку самое то. Самое то. Плавнички я люблю, ребят. Ну, я думаю, срезать можно. Раз. Чисто филюшки сделаем. Ну как филюшки? С косточкой пока. Вот это срежем. Это срежем. Вот этот тоже срежем. Зимой, конечно, такое себе работать. Ну, ничего. Это тоже срежем. Анальный. Так. Ну и почистим, что? Почистим, ребята, щучку. Голову брать не буду. Голова на уху, по идее. Уха не запланировано, так что пока не надо.
хвост тоже отрежу. Вот относительно вода, ребята, и слизкая щука. Вот слизь, она быстрее замерзает. Сейчас 7 градусов, ну, минуса. Как бы не особо холодно, но держать не особо удобно. Рука мерзнет от слизи быстрее, нежели от воды. Вода плюс 4, как ни крути. Ну, в лунке она может, сейчас в данный момент здесь около градуса тепла. Андрюха переставляет. Красавчик. Мясо, смотрите, ребят, бронзовое. Не знаю, или на фонарик так реагирует, или что. Как-то так. Да немного-то и получается. Все посрезал. Но голову мы не кушаем. Ладно, сковородочка у нас. Покушать. Так, ребят, ну что, щучка у нас, ну, классика. Что-то охота, знаете, на луковой подушке такое сделать. А судака, смотрю, так делают. Ну, у меня сливок нету, есть сыр. Блин, не то. Не, давайте лучше просто пожарим, правильно? Сейчас ее просто мучкой обдадим, перчиком, солью. Ну и пожарим. Что-то такое, думал, какой-то эксклюзив. Да нет, это хрень полная будет. Жареная щука, ребят, классика. Поставил чайничек, ну, котелочек греться, метет. Блин, капец. Палатку просто не успеваешь стряхивать. Такие дела. Ладно, начнем. Ну и пожарю, наверное, на газу, чтобы комфортно было. Так, сказал бедняк. Многие видели мою эту гермосумку, но не знают, что там. Там, во-первых, ребята, лежит котелок на 3 литра, сковородка вот эта с крышкой новая. И вот у меня там еще, короче, пару котелков, ферри, армейский котелок. Вот, что-то еще там есть, короче. Ну не суть. Вот такой пакет огромный. Ребят, с сумками я пытался ездить, но мне не хватает просто. Они мне улетают, они мораются, они... Пакет заменил и все. Естественно, тут сахар, вот чай, специи. Есть крупные специи под мясо. Вот. Это Лариса Юрьевна собирала мне. Здесь до хрена чего, но это прям сборная классная. Вот. Лаврушка у меня здесь лежит походной. Мучка, которая сейчас понадобится. Соль, естественно, как же без нее. Вот, мелкие специи, паприка, ну, короче, тоже смесь. Не люблю, когда, знаете, там по пакетам просто вот здесь все рассыпал в контейнере и все готово. Чай и еще вот такие у меня есть заряды для рыбы, универсальная для мяса и так далее. Для рыбы возьмем.
Вот. Так. Солюшку нам надо. Мучку нам надо. Остальное можно убрать. Ну, я просто так. Это мало ли, может кто-то этот. И не важно, ребята, я езжу один. А на мне это не надо, но я всегда с собой вожу. А вдруг? Правильно. А вдруг гости, а вдруг люди. Закрываем, жарко. Так, нам нужен небольшой пакет какой-нибудь, желательно целлофановый. А целлофанового у нас нету, а у нас есть лук, есть морковка. Мы сейчас это все переложим, чтобы работать в нем. Жарю ее в пакетах, ребят, это намного удобнее, чисто в палатке, да и дома также нормально. Так, это пока нам не надо. Хух, натопил, жара. Так, ну что, щучку мы подсолим изначально. Вот так вот. И немножко приправ, ребят. Для рыбки. Сейчас мы это все аккуратненько обваляем. Да, щучка небольшая, плюс-минус хвост, минус голова. Ну, короче, на вечер нам покушать так, под закусочку пойдет. Вот, пускай немножко маринуется. Тут для одного, по идее, покушать. Ну, та крупная, это маленькая попалась. Ну, что потом делать? Та замерзла уже щука. Так, отлично. Сейчас пускай маринуется все это дело потихоньку. Много-то и не надо, по идее. Вот. Все. Сюда добавляем мучки. Пакет, я надеюсь, живой. Пакетик живой, да. Ага, не живой. Ёп, макарек, а. Ну что ты будешь делать? Пробитие есть, ребята. Угу. Короче, еще живой пакет. Иначе тут насорю сейчас тут, блин. Возюку и все. Вот и Андрюха идет. Сейчас живой пакет. Добавляем муки и будем жарить. Так, ну что, погнали. Андрюха приехал. Пришел. Что там, брат, как там? Непогода? Непогода, да. Перестояла маленько. Вот, блин, вот уронил ее, поджиг не работает. да? На разогрев. Рыбу, ребят, жарю в масле. Вообще в масле. Не экономьте. Прям обильно дайте сковородке. Рыба должна жариться 100%. И надо ее прям раскалить хорошо. Вот. Ну и что, пакетик надыбал. Третий пакет, наверное. Блин, все какое-то это рваное. Сейчас мы сюда рыбеечку. Наверное, все в одно влезет. Ну да, в одно влезет. Да, братан тоже дырявый. Да. Ага. Ё-моё. Ой. Ладно, солить не будем сильно.
Братан, иди еще щуку лови. Сегодня если пойдем, брат. Пахнет весной. Все, жарим. Да. Как-то так. Так, братцы, ну что? Мало, блин, да? Так, нормально, перекусим, знаешь, время еще ранее, и у нас еще ужин впереди. да? Да, что-нибудь еще замутим. Вообще не вопрос. Что-нибудь сделаем. Вот так вот надо, да, помакать как раз. Вот, вкусно. Так, ребят, ну что, вечер добрый. Вечер в хату. Вечер в хату. Второй день, второй вечер на рыбалочке. В гостях Андрюха приехал. Вот. Брат, под такое, наверное, 100%. Ну-ка, попробуем. ну что пробовать-то и по-любому вкусно. Вкуснейший. Что ее пробовать, брат, она вкусная. Она есть. Это, я думаю, наверное, самая свежайшая щука, которую я готовил. Да? Ну, прошло там буквально-то что. Ну да. Обычно что-то полежит, там, знаешь, там на рыбалке сутки, потом достаешь садка, чистишь. А здесь она прям живая еще была, мне понял. Ладно. Покушал. Всем приятного, кто кушает. Вот это тоже очень вкусно. Ничего нет вкуснее, брат. Как ни крути. Жареную рыбу тоже люблю, обожаю. Любую. Щука, налим, да. А так рыбка жареная. Жареная рыбка, ребята, это нормальная тема. С хлебом так, да. Специи добавил, ну, Не особо чувствуется даже. мне кажется, даже лишнее. Ну, классика, вот соль, мука. Даже без муки жарим рыбу, когда не бывает. Просто масло. А так кукурузная мука, манка. Тоже вкусно получается. Манка, корочка получается. Кукурузная тоже такая, она желтая мука, знаешь. У нее цвет такой классный, она янтарная такая. Вот. Как она называется? Куркума, не? Не так? Или такие есть куркума? Куркума, да, есть такая специя, Да, желтая. какая-то. Да, желтая. Это специя. Да, это кукурузная мука. Она желтая сама по себе. Бомба, брат. Тогда а что? Конечно. Пойдет. Конечно. Мы пойдем, она пойдет. Нормально. Сейчас что перекусим. Может глянем, что там. Ну, или метет. И как раз. Да.
Не перестает, блин. Обещали добиваться. Время у нас 6 часов. 6 часов, ребятки. Ладно, что, ужинаем. Такие дела. Вот так, ребят, должна быть уборочка в хате. Немножко протерли полы тряпкой. Вот так ужимаешь, и все нормально, потому что здесь сыпется маленько туда-сюда, и чтобы нормально было. Вот мусор, пакеты, все дела. И все, порядочек. Это все будем увозиться. И здесь тоже должен быть порядок. Да, конечно. Это все будет увозиться, ничего не будет меняться, точнее валяться. Все здесь не останется. Все увезется, ребята. Пакетики. Вот, вожу такие пакеты, ребят, мусорные. Пачку берете, кидаете, он под что-то всегда пригождается. Ну, под мусор как минимум. Мусора много от человека остается на природе. В любом случае. Вот пару дней живем, а все равно фантики, всякие пластмасски, которые не горят в печке. Ну, костра нету, как бы, понятное дело. Вот, надо все увозить, ребятки, старайтесь. Да, Андрюх? Конечно, обязательно. И все будет порядок. Тогда и будет, и все у нас получаться. Быть не должно. Вот. Сегодня будем лежать, спать, нюхать, наслаждаться природой, а не какими-то бычками и так далее. Все, видите, ребят, какой порядочек. Все верно. А так заносим, воды много. Да, так что, снег куда? Снег Куда он. с него деваться? Он валит так. Угу. Вроде подуспокоилась, слава богу. Делать было нечего. Дело было вечером. Дело было вечером. Решили, ребятки,
пройтись мы. Нашли мы плотву, оказывается, у нас есть. Там 3 штучки. И, кстати, здесь тоже плотва первая сидела. Я насаживаю. Она дохшая. Все, ребят. Сейчас мы зарядим. Она просто не жилец. Пускай надо работать здесь. Под водой, как говорится. Вот так вот. Поменяем. А вдруг завтра бонус. Щука здесь есть крупная. Так-то разобраться. Все, так. Там 3, да, 4, да, надо, брат? Что? Ну, 3-4 где-то, да? Затопило здесь озеро. Прямо так пойдем. Вот, давай туда пойдем. Вот эти работали, вот эти надо поменять на плотву. Обязательно. Ай, красота какая. Лепота.
Ребят, доброе утро. Ну что, время у нас уже сегодня так что-то повалялись прям. Палатки Ташкент, хотя погода поменялась и уже твердая пятнашка с утра. Вчера была метель, снегопад, 6 градусов. Вот, пожалуйста, ребят, опять перепадик такой в 10 градусов скакануло. Ну и там дальше по прогнозу, там смотрю, там опять морозы, там 28 идет, под 30 градусов будет. Так что нормально тоже мы так. Ну, снег плохо, зато тепло. Сейчас, в принципе, солнце, красота, но, блин, мороз. Короче, все не нравится. Тут холодно, там снег. Тогда дома надо сидеть. А так нормально, что пойдет. Сработок нету. Выходил сейчас на улицу. Тишина. Ну, сейчас, в принципе, время. Может, что и постреляет. А так класс, ребята. Спали отлично. Тепло. Вообще замечательно. Красота, в общем. Сегодня выезжаем, как я сказал. Так что, в принципе, сегодня движухи такой основной-то и не будет. Сейчас позавтракаем. Чаечек налили еще. С термоса надо, кстати, поставить. Закипятиться. До обеда, наверное, посидим, понаблюдаем. Вчера перестановки были. В центре мы ряд пятак сместили. И Андрюха, пока я щукой занимался, он еще по краю поставил 5. Вот, если что-то как-то. Мы вчера еще и что-то сорогу там какую-то, которые остатки были, насадили. Так что, не знаю, вот, плюс-минус. Если будет поклевка, будет хорошо. Если нет, то нет. К обеду собираться будем, выезжать до деревни. Ну, еще Андрюха ночует, а завтра домой. Так что вот так вот. А так, красота, что. Кайф. Палатка стоит уже, знаете, уже. Хоть не выходи. Балдею вообще. Так что ладно, что, потихоньку. Как-то. Сегодня посмотрим. Пока чаечек. О, солнышко, блин. Бомба. Мороз и солнце, день чудесный. Ну. На озере красиво очень, ребята. Солнечная погода, мороз. Ну вот опять перемена, и скорее всего вот с поклёва опять. Рыба тоже к этому очень сильно реагирует. Давление скачет. Вот. Как бы. Плюс по живцу мы наблюдали, что вот жерлицы стоят, вот только сорожку поставили, нас сразу. Вот видите, ребят. Карася игнорирует. Берет, но не слабо. Сорога бы была у нас, было бы получше. Но не доехала, зараза. Ну, голянчик еще один. Да, голянчик. На голянчика поймали тоже. Так что вот видите, блин, желез. Так что, ребят, если есть возможность, ну как я скажу, берите 50 на 50. Вот. Потому что я знаю, что, ну, как бы вот у меня, допустим, проблема с живцом. Там купить, у нас здесь не продают его. Потому что мы ловим его. Бывает, что он не клюет, и ты ездишь, а тебе надо наловить. Бывает, что мелочь не клюет, вот, всякое бывает. В городе, да, даже есть ночные, круглосуточные магазины, я видел такое, что едешь ты спокойно с утра в 5-4 утра заезжаешь, покупаешь со свежего и едешь на рыбалку. Здесь приходится заранее покупать, нянчиться его, менять воду, компрессоры, вот это все, это чтобы как-то довести вот его более-менее адекватным его на рыбалке, не переломать, перетрясти его. Вот немножко проблема. Сорога здесь на удочку не клюет. Писать не надо, что здесь, если так ловить окуня, здесь можно половить, но окунь это еще тот еще живется. Так что вот оно так. Я про то, что если есть возможность, карась, плотва там или что-то еще какой-то, вот пескарь тоже, допустим, блин, надо брать. Он, сегодня вот он прям это берет, завтра вот он на это берет. Ну, как бы надо постоянно экспериментировать, и тогда будет что-то получаться, я думаю. Ладно, что, как говорится, погнали. 10 утра. Угу, да, уронил ее.
И что-то пеза перестала работать. Так, ребят, что решили что-то мы перекусить. У нас яйца еще тут остатки есть. Пожарим яишек. Можно бахнуть сыра с грецким орехом, как говорится. И будет все великолепно. Бомба. Че, кали, брат? Щелкай, как говорится. Чуть-чуть колбаски у нас еще тут есть. Тоже можно. Почищать надо все, ну. Такие дела. Так, друзья, ну что, хорошие новости. Есть у нас подъемы. 3 штучки. Угу. Ну и нормально. Потихоньку собираемся уже в палатках. Ну, жрицы стоят пока. Так, ну что, сворачиваемся. Так, ребят, вторую, так сказать, поездку уже с этим спальником, с новым. Блин, кайфую. Ширина, вот этой ширины прям балдею. Залез, замуровался. Вот эта тоже позиция мне понравилась. Вроде мелочи, а застегнулся, и вот эта молния не ерзает. Ну и вот встроена подушка, как бы тоже. Хотя я вот беру с собой, постоянно тоже стираю. Вот. В компании Хигаши, да, отлично выручает. Прям спишь и не паришься, не контролируешь, не мерзнет, в общем. В габарите, конечно, большеват немножко, но нормально. Полет нормальный, мне нравится. Так что эту зиму я с ним подвигусь. Ну, особенно на долгие выезды, как 2-3 дня. Вот. Буду, в общем, пока с ним в этом году. Такие дела. Дай-ка, брат, сказать. Где В синем он. Ну, я уже говорил, 1,90 м, вот ширина 90 и плюс 30 башка получается. 2,10 в общем. 3 килограмма вес. И получается экстрим. Тут написано 23, но это все пыль. Комфорт здесь написано -8, соответственно, вот этот спальник плюс-минус минус 10, вот так. Нормально. Ну, естественно, такую температуру не доводим. Вот. Как бы так. Пойдет. Ну, делюсь, ребят, немножко своими этими, потому что, ну, многим интересно, полезно. Вот. Все же многие пишут, что вот реклама, там не реклама, но информацию довожу, как оно есть, что вот нормально или ненормально, стоит, не стоит, как бы.
Если бы я не зашел, как бы я бы... У меня много спальников, кстати. Есть и новые спальники. 2 новых спальника у меня огромных есть. Я их не вожу, потому что они меня не зашли вообще никак. Мне в нем жарко, в нем как-то там не дышишь, в нем потеешь. Ну это вообще труба. А здесь вот раздеваешься и отдыхаешь. Вот. Как-то так оно. Надо их, кстати, вообще... Так, ребят, по станции. По станции. 67%. Ну, слушайте, нормально. Как бы плюс-минус. Так, ну, что мы заряжали? Говорю, банку заряжал, 30-ку. 2 раза лампу заряжал. Телефоны там, ну, так, плюс-минус по мелочи. Вот. Фонарики, да, налобные 2. А у меня ароматековские там 5 батарейка, 5000 получается. Ну, я считаю нормально, 67. Ну, еще 2 дня спокойно мы могли жить. Я думаю, с запасом. Плюс банки заряжены. Пойдет, малышка. Пока тестирую еще. Ну, кому интересно, я обзор снимал, ребята. Как-то вот так. Так что первый выезд боевое крещение прошла. И нормально. Так, ну что, немножко подсобрались. Палатка осталась. Ну, раскладушки там и все, и печку. На улице мороз крепчает. Так, ну что, 3 подъема у нас. Пойдем посмотрим. Если дверь возьмем, будет хорошо. А так, тишина. Ну вот, Андрюха вчера переставлял, получается, берег. Вот там есть загар. Видите, уже не зря, да? Если вот они здесь простояли бы еще, то, возможно, бы и не было сработок. А так, я считаю, нормально. Надо двигаться. Так, первая. Леска вроде на месте. Ну, здесь что-то всю дорогу холостые какие-то были. Угу. Холостячка. Блин, лёдик-то такой. Вот тут сорога была. Угу. Сорожка была, получила. Так. Что-то вообще не понимаю. Леску не вижу. А, белая просто. Слушай, ну тоже чуть-чуть осталось. Тоже холостая. И тоже сорога, смотри, видишь? Вот так вот, ребятки. Что сорога работала, работает. Карась ни хрена. Да, здесь на одной жилице белая леска. Так, ребят, стараюсь я темную использовать. Так, ну что, крайняя сработка за эту рыбалочку. Берег. Андрюха здесь вчера ставил. Воды очень много выдавило. Жестко прям. Холостая, слушай. Нету, ребята, щуки сегодня.
к сожалению. Угу. Тоже бодануло, и Ну вот, все. ребятки, вот и все. Ой, блин. Ждали мы до победного. Погода поменялась, и все. Щука вообще не активная и берет только, блин, на плотву. Ладно. Ну, не пустые. Как говорится. Нормально, круто отдохнули. Время провели шикарно. Вообще, мне понравился выезд. Замечательно. Тестирую какие-то вещи новые. Те же сани. Посмотрел по загрузке, как. Вот. Станция. Все потихонечку, помаленечку. Такие дела. Кому что-то нужно, ребят, какая-то информация, пишите в телегу. Там всем отвечу. Всем расскажу, покажу и так далее. Ладно. Сворачиваемся. Так, ребят, ну что, загрузились мы. Как-то ну так, ребят, что, за нами чисто. Вот под палатки. Многие спрашивают, как протаивает. И полы, ребят, конечно, круто. С-под печки немножко водички. 3 дня жили спокойно. Вот, там уголечки. Все, дрова немножко.
Баркас на погреве. Попылим до дому. Что, братска, как рыбалка? Нормально? Ну и все, отлично, ребята. Да, приезжайте, ребята. Точнее, встречайтесь, съезжайтесь, рыбачьте. Такие дела. Ну, в целом, дальше я уже снимать не буду. Сегодня деревня, баня. Кому интересно, может, какие-то фрагменты в телеге будут. Так что в телегу залетайте, ребят. Ну, по рыбалке все сами видели. Такие дела. Все. Темнеет, на глазах выезжаем. Многие, кстати, спрашивают, ребят, что какие, как моетесь, как в туалет ходите. В туалет, ребят, на лед. Андрюх, Да. как в туалет ходят на лед? На лед? Да. Да я тебе скажу, даже не как на лед, как дальнобойщики ходят. Так же самое, брат. То же самое? Конечно. В общем, ребят, дожидайтесь до того, чтобы когда прям ну уже жестко жмет, вылетаете, делаете дела быстро. Ну потому что, ну, допустим, мороз, да, холодно же. Быстро и все, и в палатку. Все. Быстро и в кабину. И в кабину. Все Вот. так же. А потом вот, допустим, вечером сейчас процедуры вот немножко обтереться от пота, ноги. Вот, видите, какие они старые. Они молодые, но они устали. Да, но они устали. Сапоги, ребята, исчезают вообще. И ноги, и как бы усталость дают потом. Когда вот они постоянно в сапогах, они вот прелые, очень устают. Ты устаешь потом, отвечаю. А сейчас вот помылся, как бы и ну, реально отдыхать начинаешь. То бишь надо в палатке тоже отдыхать. Если ты постоянно вот нагруженный будешь и будешь жить, не будешь отдыхать, ты устанешь. И еще быстрее. И каждым днем тебе будет ну, казаться все сложнее и сложнее. Соответственно, ребят, надо просто привыкнуть. Понятно, ты помыться-то не можешь целиком, да, там, ну, какие-то органы, там, допустим, ты можешь обтереть и ложиться в спальнике, отдыхать. Это нормально. Понятно, что можно потерпеть недельку, потом приедешь, помоешься, вопросов нету. Ну, я просто отвечаю тем, кто такие вопросы смешные задают, что ну просто глупости, конечно, на самом деле. Как вы ходите в туалет? Как? На лед, ребят. Да. Кто как гораздо. Кто как гораздо. Я еще говорю, терпишь просто до того и потом бежишь. Вот и все. Кто-то очень стеснительный, палатки отдельно ставят. Ну да, есть такое, что да, можно там биотуалеты какие-то завозить. Ну, по старинке, ребята. В лес. Лопушком. Коленку, говорит, размотал. Подорожник самое дело, да, брат? Так что, ну, все нормально, ребята. Просто, ну, это же жизнь. Это же не кино, ребята, это настоящая жизнь. Здесь люди проживают, на самом деле. Они там какие-то у нас там кабинки, там и что-то еще. Все по-настоящему. Так что тут не смешно вообще. Ну, можно посмеяться над этим делом. Ну, а что смеяться-то? Все по-настоящему. Вот обтираю сейчас. Обтирую, завтра зато бодряком. Погнали работать дальше. Опять же, магнит выручает, блин. Не реклама, ребята. Вон ходячая реклама. Приехал. Да, Андрей?
где это, родились, там и пригодились. Совершенно верно, блин. Иначе никак.